Во Владивостоке стартовал первый Восточный экономический форум. Масштабное мероприятие освещают наши корреспонденты. С места событий передает Влад Давыдов. Влад, здравствуй, тебе слово. Да, Сергей, добрый день, зрители национальной вещательной компании «Саха». Мы передаем с острова Русский, города Владивостока, с первого в истории страны Восточного экономического форума. Напомню, сюда съехались представители более 400 зарубежных российских компаний, в том числе 1500 гостей из 24 стран мира. Самые крупные делегации заявили Китай, Япония, Корея, Сингапур и Малайзия. А кроме того, аккредитованы наши коллеги 660 журналистов. Главная задача для России – привлечение иностранных инвестиций в заявленные регионами страны проекты. Направления, понятно, самые разные – промышленность, нефть, газ, лесопереработка, инновации, строительство и многое другое, что касается глобального, ну или точечного развития тех или иных территорий. Свои проекты здесь представляет и Якутия. В общей сложности республика подготовила 20 проектов, в основном в агропромышленной, ресурсной, инновационной и туристической сферах. Предварительно общая стоимость заявленных от Якутии проектов составляет 150 миллиардов рублей. Основное внимание уделят трем главным проектам: созданию индустриального парка Кангаласы, строительству моста через реку Лена, также строительству свинокомплекса на 54 тысячи голов в поселке Нижний Бестях. Возглавляет делегацию Якутии глава Егор Борисов. Только что он подписал соглашение между Республикой Саха-Якутия и Федеральным агентством по рыболовству о взаимодействии в сфере рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов. Очень большое значение имеет, товарищи, это соглашение для Якутии. Якутия рыболовная республика, но при этом развитие еще не заложено. Поэтому сегодня подписанием этого соглашения мы надеемся, что рыболовство, рыборазведение будет развиваться в Якутии. Спасибо. Помимо этого, Егор Борисов подписал соглашение о взаимодействии в сфере туризма между Федеральным агентством по туризму и Якутией на 2015-2016 годы. Уважаемые коллеги, мы сегодня подписали очень важный документ, план мероприятий по реализации соглашений, которые мы заключали с агентством. Но вы знаете, что Якутия имеет очень большой потенциал по туризму. Огромная территория, огромный край, который имеет свои прекрасные места, где может и наш российский турист, и иностранный турист почувствовать себя очень хорошо, видеть наши удивительные места, начиная от Немских столбов, кончая Ледовитым океаном. И сегодня алмазы, золото, все это, конечно, является очень привлекательным для туристов. Тем более у нас экстремальный туризм может при минус 60 градусов зимы или плюс 40 градусов жары летом и зимой можно привлечь внимание. Поэтому сегодня вот этот план мероприятий для нас является ориентиром конкретных действий. Исключительно богатая республика, богатая и теплотой людей, которые живут в Якутии, и, конечно же, природными богатствами. Действительно невероятная республика, крупнейшая по площади в Российской Федерации и обладающая уникальными условиями для развития туризма, причем различных видов туризма. И я считаю, что наша общая задача и Федерального агентства по туризму, и, конечно же, руководства республики этот гигантский невероятный потенциал реализовать с тем, чтобы и российские туристы, и иностранные туристы приезжали в как можно большем количестве и могли наблюдать и пользоваться теми богатствами, которые имеются в республике. Спасибо. Спасибо. К этому часу это вся информация. Мы будем следить за развитием событий более подробно в следующих выпусках нашей программы. Коллеги.